Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Позавчера был сумасшедший день, начиная с задержки рейса на 3 часа. Встретила, погрузились, и затем начались поездки и пробки по пути в разные клиники. Расскажу об итогах приема врачей по каждому прилетевшему. Первое – это Дарк. Малыша осмотрели, сделали экспресс-анализы и унесли в операционную. Кость сломана вот так срослась. Ага. Соответственно, мышцы связки уже стянулись по вот этой длине. По Поэтому, если я буду ее заново так расставлять, я мышцы со связками порву. Соответственно, мне надо чуть-чуть укоротить кость, чтобы она стала вот так, ровненько. Значит, что ножка будет прихрамывать? Чуть-чуть будет короче, но она как бы и сейчас тоже чуть короче. Ну да, ну а что тогда делать? Без вариантов. Да. Потому что просто тогда я порву мышцы связки, и это точно будет без вариантов. Да. Так, а у вас есть, да, где оставить? Да, есть. Есть, да? Да. И какая маленькая, какая сладкая. Да, очень хорошо, что она маленькая. Заживать будет хорошо. Да? Да, сейчас я это поднесу. Мой золотой. Да, конечно, пока ждали пассажира на самолет, перелом у Дарка начал срастаться. Сухожилие стянулось. И чтобы не порвать это сухожилие, пришлось немного подрезать саму косточку. Косточки еще молодые, мягкие. И ничего страшного, он еще маленький, растет. Если и будет незначительная хромота, то это пустяки. Подрастет и все выровняется, как объяснила доктор. Дарк хорошо перенес операцию, плавно вышел из наркоза и на следующий день вернулся к нему аппетит. Ну, мы пока себя бережем. Первые сутки после операции только-только заканчиваются. Мы пока себя бережем. Но лапки у нас все рабочие, да, рабочие. Вот это вот такая, да, да. Мальчик. Да, кстати, из миски не ест принципиально. Либо с руки, либо с пола. Ну вот, ну пытается, вот он встает, передняя лапа опирается, задняя, видимо, болит сильнее. Теперь о Кузьме. У него ситуация гораздо хуже. У него нет перелома, у него хуже. У него паралич правой грудной конечности из-за разрыва нервов подмышечного сплетения. Глубокой болевой чувствительности на пальцах нет. И, как следствие, нет связи между мозгом и болевым рецептором на пальцах. Мышцы конечности атрофированы. Нет иннервации, нет тонуса мышцы. А внизу загиб ноги. Это тоже не перелом. Загиб – это из-за умеренной контрактуры сгибателей пальцев. Вот это то, что я услышала от 2 докторов. У него тоже лапа, да? Да, тоже лапка. Тоже прямая боковая проекция. А вот это надо посмотреть, не знаю. Может быть, давайте по ходу, по ситуации. Там рентгенолог, мне кажется, даже скажет, вот какой хвостов, ой, какой хвостик. Да, хорошо. Малыш. Котенька, полежи-ка давай лучше, а? Смотреть даже на тебя больно. Смотрите. Да, наверное. А у нас диск будет или что у нас будет? Давайте Да. собаку немножко. Да, все, давай, Да. отпускаем, да? Давайте. Да, но не без резких движений. Без резких, Отпускайте. да. Вы поднимаете за грудную клетку, отпускайте на руки. Телефон оставьте, сейчас мы передадим. Все, да. Иди. Все. О, Вот, отлично. Все, супер. на ножи.
На ноженьки ставь. А так радовался. Все, свободно. Ой, что у нас будет, скажите? Вам надо к неврологу, потому что тут неврологический дефицит. Чувствительность, она, скорее всего... Стой, не истери. Есть, но она, скорее всего, снижена. Ну и что, он сказал, так жить нам теперь? Можно жить, можно попробовать к неврологу. А что нам невролог-то? Он говорит, даже КТ, МРТ, он только скажет причину. Да. И все, а он не изменит, говорит, вам. КТ, МРТ не вылечит, говорит, вас. Попробуйте физиотерапию, попробуйте записаться к реабилитологу. Иногда восстанавливается хотя бы частично чувствительность. Попробуйте хотя бы просто к реабилитологу попасть какому-нибудь. Хотя бы чувствительность восстановить, попробовать. То есть там физиотерапия, всякие иглоукалывания, массажи, да. Потому что, ну, либо так жить этой ногой, либо попробовать хоть что-то там разработать. Ну а что сейчас тогда нам сапожок надо одеть, чтобы он вот так не натирал-то? Он, Я вон, думаю, что да. он вообще не чувствует, вон. Пока сапожок, чтобы он хотя бы на низу опору давал. Ой, Причем сапожок от локтя, чтобы локоть тоже, ну, хотя бы ага, опору давал. ага. Ну все понятно. Да. Травматологии тут, к сожалению, нет. Но получается, что если бы даже вот мы месяц этот не потеряли, он же примерно месяц назад был сбит, то могло бы это изменить? Нет. Нет, да? Вот я тоже думаю, что тут, наверное, ничего бы не поменялось. Ничего не поменялось. Если разрыв произошел. Да. К сожалению, вот так. Ну да. Вы ничего не сделаете. А разрыв, если посмотреть на картинке, это только КТ покажет, да? Это только КТ покажет, да, но опять-таки... Говорите, что дистанционного снимка, какого вы разговора? Есть ли вообще какие-то нейрохирурги, потому что у людей нервы шьют. Все. У них, не могу сказать, шьют нервы, не Представляете, что вот с такой ногой ему теперь предстоит жить. Надо ли ее ампутировать, так как она бесполезная? Она будет, видимо, усыхать. Ну, просто вот такая недействующая лапка. Не знаю, знак вопроса. Врачи не сказали про ампутацию. Но то, что он будет травмировать, когда волочит нижнюю часть по земле и не чувствует ее, видимо, надо одевать сапожок. Это надо тоже еще озадачиться, где купить такой сапожок высокенький, чтобы вот на нижнюю часть можно было одевать такой сапожок. Но, друзья, гораздо все хуже, чем я думала. Если бы был перелом, наверное, было бы лучше. Отремонтировали бы тогда. Увы. Молодец. Давай. Молодец. Залезай. Давай, ты же собака хорошая. Давай, прыгай. Давай. Прыгай, не бойся. Что ты за трус вообще? Ты трус. Он же задние лапы боится. Ах ты. Давай, Ты прыгай. трусик, Давай, трусик. Иди сюда. На, я тебе вкусняшку дам. Ну а ты тогда ни хрена не клюнул. На, смотри, вкусняшка. Лангуша. О, молодец. Еще давайте налью ему. Давайте наливайте сами. Вот опять у нас руки нужны. Видите как? А где я сумку-то бросила? А, вот сумка. Такой, ну такой красавец. На. Видать, игрался или что-то. Ладно. Так, хватит ругаться. Еле-еле ходишь, все еще ругаешься. Вон тот как добренько подходит. А отпрыгает, играть. Такой ты сладкий, ты такой улыбака. Улыбака. Там можно. Улыбака. Я его поругал, а еще не хочет. Ты мой золотой. Вон какой хвост у тебя лаечный, да? Ой, да ты ж не лайка. Теперь про Ланга. Его состояние оказалось лучше всех из прилетевших. Прошла и хромота. Доктор осмотрел, пощупал,
В общем, все у него хорошо. Отчего была такая сильная хромота? Мы думаем, что это был укус, и он заживает. Ланг молодой, сильный мальчик, поэтому все у него хорошо. По стечению обстоятельств в этот день у нас было одновременно и прилет самолета с нашими покалеченными собачками, и в то же время назначена третья химия у Алтая и консультация у Каштанки прооперированной, консультация у онколога. Каштанку, как вы помните, в августе прооперировали, у нее была шишечка в верхней части ноги, мягкая ткань, шишечка на мягкой ткани. Но врач успел все вовремя, я надеюсь, что вырезали, удалили вовремя, поэтому надеемся, что все будет хорошо. Но гистология показала, что это злокачественная опухоль была. Как ты себя чувствуешь? Как чувствует мой сладкий? Ой, сладкий. Он какой ты хорошенький. Мой зайчик. Вот мы на третьей. Уже время почти ночь. Мы закончили только химию. Спасибо огромное Марине, которая выручила, которая спонтанно сорвалась с работы и оперативно сгоняла в область за Алтаем и привезла его в клинику, так как мы уже не успевали. Вот время уже 9 часов вечера. С утра мы встретили собак. Мы еще их даже не отвезли на передержку. Мы весь день по клиникам. Переломыши наши приехали сегодня. Поэтому мы по клиникам весь день. Алтай. Алтаюшка. Малыш, да давай. Боже мой. Ну, малыш, ну не злись, не злись. Алтай просто знает, что здесь место. Малышенька мой золотой. Алтайка вот знает, что надо вести себя хорошо, да? Да, он хочет уже ехать. Потому что Алтай все знает уже. Ой, какой ты умный, Алтаюшка. Какой же ты умный. Вот так вот в ночи мы шарахаемся. Иди сюда, Алтаюшка, иди. Ой, ты умница. Он знает, что надо ехать уже в машине, а собака там лает с непривычки. Вот Алтай умеет себя вести в машине и с удовольствием ездит. Не все собаки знают и умеют ездить, да, малыш? Ты мой сладкий. Ты мой хорошенький. Вот он какой. Алтаюшка. Ой, вот так вот мы тягаем переносочки в ночи. С ног валюсь непередаваемо. Дарка отвезли в другую клинику на операцию. Сейчас будет, видимо, ночью или уже идет операция. А мы приехали с Алтаем и с Каштанкой. Каштанка уже уехала на передержку. А мы вот забрали Алтая, оплатили счета. И сейчас поедем. Нам еще в дороге находиться часа 2,5. Ночь, темнота. С 8 утра и вот, наверное, до 10 вечера.